Повышение тарифа произойдет по всей Российской Федерации с 1 декабря текущего года. Следом за июльским вновь повышение тарифов. Уже завтра коммуналка по всей стране вырастет в среднем на 9%. В зимних счет-фактурах изменятся суммы за воду, газ, свет, тепло и вывоз мусора. Электроэнергия вырастет на 38 копеек. Холодная вода подорожает на 2,5 рубля. Канализация на 6. Почти на рубль дороже станет газ. Тариф на отопление тоже станет горячее. Рост 7,2%. Здесь в основном это оказывается топливо, которое составляет 70% тарифа. Поэтому если газ поднимается, конечно, у нас существенно растут и тарифы. Внеплановое повышение этого года связано с состоянием тепловых сетей. В республике они изношены более чем наполовину. Средства пойдут на обновление инфраструктуры. Износ сетей связан с принятием инвестиционных программ. Вот конкретно, например, если взять Казань, мы в этом году приняли беспрецедентное решение о том, чтобы утвердить инвестиционную программу Казанского водоканала по восстановлению сетей канализации в первую очередь. Потому что те количество аварий, которые мы видим, несчастные случаи, которые возникают, мы просто вынуждены ситуацию менять. С учетом специфики инфраструктуры городов и районов везде суммы разные. Самый заметный рост – 10-12% в Казани и еще 29 муниципалитетах. Они сейчас на экране. В одних повышение связано со строительством очистных сооружений, в других – с тратами на электроэнергию в домах с электроплитами. Это, в свою очередь, как правило, связано с устранением перекрестного субсидирования в электроэнергетике, где у нас третий год подряд будет повышаться льготный коэффициент для населения, связанных с электроплитами. Количество населения достаточно невысоко в этом, но у них процент получается порядка 11,5%, поэтому мы вынуждены были применить индекс дополнительные 3% к 9 установленным, для того, чтобы соблюсти это правило, которое установлено федеральным законодательством. Из-за дополнительного повышения в декабре в следующем году ежегодной июльской индексации не будет. Ближайшая пройдет только через 1,5 года, летом 2024-го. В республике продолжат действовать меры соцподдержки. Гражданам предоставят субсидии, если их расходы на оплату ЖКХ превышают 1/5 часть совокупного семейного дохода. Если доля в совокупном доходе семьи по оплате ЖКУ превышает установленную в Республике Татарстан 21%, то граждане могут обратиться за получением субсидий в соответствующее отделение Республиканского центра материальной помощи по месту постоянного жительства. Прогнозная сумма финансирования на 2023 год, заложенная в бюджете Республики Татарстан на выплату данного меры социальной поддержки, составляет более 2 миллиардов рублей. Получать платежки, рассчитанные по новым тарифам, жители страны начнут после новогодних каникул. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.